Подбросили юристу телячью голову и вымогали у него деньги. Такое обвинение было предъявлено 3 подсудимым в минувшем году. Они год отсидели в следственном изоляторе, пока статью не переквалифицировали. Сегодня в Советском районном суде Казани планировалось зачитать в отношении них обвинительное заключение и допросить потерпевшего. Почему процесс отложили, знает Нафиса Минязова. Барана зарежем просто, курбан-барян замутим тебя. Эти слова, к счастью для потерпевшего, оказались просто угрозами и устрашением. В качестве морального давления ему под дверь подбросили отрубленную телячью голову. Все произошло в начале минувшего года, а по версии следствия потерпевший работал юристом в конторе одного из подозреваемых. Со слов потерпевшего, конфликтная ситуация возникла, когда его заставили заняться заведомо проигрышной апелляцией по одному из гражданских исков, за который клиент заплатил порядка 600 тысяч рублей. После того, как иск был проигран, мужчина выдвинул требование вернуть деньги. Свой гонорар в 150 тысяч рублей юрист клиенту отдал, объяснив, что остальное забрал начальник фирмы. И в ответ руководитель, чтобы не выплачивать деньги из своего кармана, стал требовать у юриста 1 миллион. Однако подсудимые говорят, что деньги он брал у них в долг и просто проигрывал. У него просили деньги обратно. Я сейчас там тебе, там маму и так далее, там эту порежу, тут порежу. Именно это, говорит подсудимый, побудило его на угрозы. В апреле минувшего года подозреваемых в вымогательстве задержали. Тогда юрист приехал на встречу вместе с сотрудниками полиции. Все фиксировалось на камеру, в том числе и скрытую. Я тебя сейчас в натуре вывезу, блядь. Будешь целовать мне ноги, пока, я тебя вперед не привяжу. Тогда 2 подозреваемых задержали прямо на месте, а через пару месяцев поймали и того, кто, по мнению полицейских, подбросил потерпевшему телячью голову. К слову, подсудимые уже ранее привлекались к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью и подделку документов. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело за вымогательство. Но позже их деяния переквалифицировали и подозреваемых отпустили под домашний арест. Органам предварительного следствия подсудимым вменяется преступление, предусмотренное частью 2 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации, самоуправство, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения. Сегодня планировали зачитать обвинительное заключение, опросить потерпевшего, однако этого сделать все же не удалось. В связи с неявкой одного из адвокатов процесс отложили на 5 апреля. Если тогда он не явится, тогда будет решаться вопрос о замене защитника. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112.